Моя работа состоит в том, что я артист оркестра. Я играю на, скажем так, гагаузо-болгарском инструменте гайда. В данном регионе он очень редкий. Раньше наши дедушки играли на нем, но на сегодняшний день он практически исчез. И вот моя цель — пропагандировать этот инструмент и популяризировать. Я научился на нем играть в моем родном селе, в Твардице, сначала в музыкальной школе, а потом поступил также в Твардицу, в Твардицкий филиал музыкального колледжа Штефан Няга. Я думаю, что особенность этого инструмента в том, что первое, то, что бросается в глаза, это сам мех. Потому что такого рода инструменты видели только в Шотландии, я так думаю. То есть это прототип шотландской волынки, а второе — это уже его специфичный звук. И еще одна особенность этого инструмента — то, что, к примеру, труба, саксофон, там непрерывно, в буквальном смысле, надо дуть. А тут можно отдыхать с помощью нажатия на мех. Этот инструмент я выбрал, потому что в моем селе он очень распространенный, и ни одна свадьба не обходится без этого инструмента. Я этот инструмент слышал с детства и очень полюбил. Проблемы всегда есть. В чем они проявляются? В том, что музыканты меня поймут, на этом инструменте нельзя играть пиано, то есть нельзя играть тихо. И есть пьесы, в которых, к примеру, можно играть громко, и инструмент вписывается очень хорошо. А есть пьесы, в которых тихо надо играть, и там иногда я не играю, потому что он очень будет выпирать. Но в целом он очень вписался в оркестр и придал ему чисто гагаузский колорит. Сама специфика гагаузской музыки и ритмика, то есть ритмические рисунки пьес, это по крайней мере для России, это новое и всегда интересно. И не только Россия, даже той же самой Турции. Когда звучит сольный номер, гайда слышна на первом плане, и то есть зритель может услышать все ее технические возможности и весь ее колорит. Само специфическое звучание в целом нравится людям, то есть можно так сказать. Наш коллектив Кардашлар буквально год назад образовался, и то неожиданно, спонтанно. И вот где есть мероприятия, тоже выступаем даже. Буквально в течение 2 месяцев проводятся у нас в Гагаузии благотворительные концерты, и вот мы на всех этих концертах выступаем. Юным музыкантам я бы хотел пожелать то, что если они начали заниматься музыкой, если, к примеру, у них в 2-3 классе и пропало у них желание, я желаю им, чтобы это желание не пропадало, потому что если ты начал дело, закончи его до конца.